Уважаемый Хабиб Али, да хранит вас Аллах, я хотел бы попросить вас, чтобы вы разъяснили нам слово «тасауф», что оно означает, чтобы не было разногласий и непонимания. Спасибо, и да вознаградит вас Аллах сполна. На прошлых встречах тоже поступали вопросы на эту тему. Мы не ответили из-за нехватки времени, даже думали посвятить одну встречу этой теме, потому что предполагаем, что ответ будет продолжительным. Надеюсь, приславшие эти вопросы увидят нашу сегодняшнюю встречу. Не бойся, задавай все вопросы. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Какова разница между суфиями и суннитами? Разве мы все не являемся мусульманами и не свидетельствуем о единстве Всевышнего Аллаха и пророчестве Мухаммада? Слово «тасауф» стало словом недопониманий и разногласий. Многие неравнодушны к нему, и это целенаправленная работа. Как говорят, прежде чем принять какое-то решение, нужно понимать, что мы называем тасауфом. Так что же мы называем тасауфом, чтобы понять, хорошо это или плохо? Тасауф, который знали наши прежние имамы из салафунов, начиная от Хасан аль-Басри и заканчивая нашими наставниками, у которых нам довелось обучаться, это наука, которая занимается усовершенствованием третьей основы нашей религии, и это ихсан. Наука фикх занимается 4 основами ислама: намаз, пост, закат и хадж, и все, что с этим связано. Наука таухид, которую впоследствии стали называть акидой, а слово акида не было известно во времена сподвижников и табиинов, тем не менее ее так называют, она занимается изучением и разъяснением 6 столпов имана, второй основы нашей религии. Наука тассауф занимается изучением правил и поведения, с помощью которых раб совершенствуется и достигает третьей основы нашей религии, и это ихсан, искренность. Давайте посмотрим. Судя по определению, это очень важный вопрос и великая степень, к которой мы должны стремиться. После всего этого у нас возникают вопросы. Откуда название? Откуда произошло название тассауф? Во времена пророка же не было слова тассауф. Ну что это за вопросы? Я просто не хочу называть это постыдным невежеством, так как люди, обладающие знаниями, не придираются к названиям. Назови как хочешь, если это название не является запрещенным. Важно не название, а то, что подразумевается под ним. Науки под названием акида не было во времена пророка и сподвижников. Науки уссуль не было во времена пророка и сподвижников. Науки под названием таджвид о способах чтения Корана не было во времена пророка и сподвижников. Науки под названием ильм аль-джархи ва та'диль, с помощью которой мы различаем достоверность или слабость хадисов, правдивость цепочки его передатчиков, не было во времена пророка и сподвижников. Следовательно, отсутствие того или другого названия во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и сподвижников не является достаточным основанием, чтобы опровергнуть ту или иную науку. Откуда же пришло это название? По некоторым данным, оно пришло от ахлю-суфа, по другим данным, от слова суф, шерсть, одежды, которую они носили. Во время табиинов, когда люди стали основное внимание уделять мирскому, увлекаясь роскошью в одежде, в еде, жилье и транспорте, они отреклись от всего этого. Самой дешевой одеждой того времени была шерсть. Богатые мутрафуны избегали ношения шерстяной одежды. Они одевали красивую и дорогую одежду, а шерсть оставляли бедным и нищим. Эти благородные имамы, которые отреклись от всего мирского и искренне служили Аллаху, предпочли надевать самую дешевую шерстяную одежду, отказавшись от роскоши, и люди называли их суфиями. Вот теперь мы поняли, что такое суфизм и откуда пришло это название. Нет места для упрека ни в названии суфизм, ни в самой сути суфизма. После этого остается один вопрос. Были ли суфиями прежние праведники, салафу салих из ахлю-сунна валь-джамаа? И есть ли разница между ахлю-сунна и суфиями? Люди, которых мы называем сегодня суфиями, они и есть ахлю-сунна валь-джамаа. Если вы заглянете в комментарий имама ан-Навави для Сахих Муслим, то увидите, когда он приводит цепочку передатчиков и желает подчеркнуть праведность или превосходство одного из них, то указывает на то, что тот был суфием. Если вы откроете
книгу «Сиффату Саффа», или по-другому ее называют «Саффату Саффа», автором которой является имам Хафиз ибн Джавзи, то увидите, что он привел там биографии суфийских шейхов, начиная с тех, которые жили в первом, втором и третьем столетии. Он сделал их и их биографию маяками, чтобы мы следовали за ними. Если вы заглянете в книгу «Сияру Алями ан-Нубалаи» имама Хафиза аз-Захаби, то найдете в ней биографию всех шейхов тариката. Салафу салих придерживались тариката. Когда они хотели указать на чье-то превосходство, то они подчеркивали, что он суфий. Даже те ученые, за которыми якобы следуют те, кто сегодня утверждают, что они идут по пути Ахлю Сунна валь Джамаа и что они следуют салафу салихунам, как Ибн Таймия или Ибн Каим, если вы прочитаете их слова по отношению к суфизму, то вам будет стыдно. Ибн Таймия написал книгу «Ас-Суфия валь-Фукара». Также он выделил 2 главы в книге «Фатави суфизму». Он подчеркивает, что сам приводит некоторые хадисы по цепочке, в которой есть Абдул-Кадир Гилани, имам кадирийского тариката. Он также пишет слово «Кудиса Сирруху» после имени Абдул-Кадира Гилани в книге «Фатави», а так принято писать у суфиев. У Ибн Каима тоже есть книга о суфизме, он назвал ее «Мадариджу саликин фи шархи маназили сайрина». «Маназиль сайрин» — это книга Абдуллаха ибн Харави. Ее переименовали в «Тахзибу Мадариджи саликин». Убрали слова, которые свидетельствуют о том, что Ибн Каим признает суфизм, добавили некоторые вещи и назвали «Тахзибу Мадариджи саликин». Говоря кратко, суфизм является сутью Корана и сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Это очищение сердца от порицаемых качеств и познания Аллаха. Чтобы узнать, обладают ли суфии подобными знаниями, нужно понять, какую роль они сыграли в исламской науке. Если говорить об исламских науках, все великие имамы были суфиями. Чтецы Корана, в том числе и эти наши уважаемые шейхи, не смогут привести цепочку передатчиков ни одного из 7 способов чтения Корана, если исключат из них суфийских шейхов. Все цепочки чтения Корана, распространенные в Египте, сходятся на великом имаме шейхуль-исламе Закария аль-Ансари. Разве не так? Закария аль-Ансари является одним из великих имамов тасауфа. У шейхуль-ислама Закария аль-Ансари есть книга, в которой он разъяснил Рисалятуль Кушайрия, а это книга, которую называют каноном тасауфа. Ни один из передатчиков хадиса, приведенных в 6 самых известных и достоверных сборниках, не сможет привести цепочку передатчиков, кроме как через имамов тасауфа. Если сегодня мы допустим сомнения в отношении этих суфийских шейхов и имамов, через которых мы и получили Коран и сунну пророка, то завтра мы будем сомневаться и в истинности самого Корана и сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалам, да сохранит нас Аллах от подобного. Если посмотришь на толкователей хадисов, то увидишь, что среди толкователей 6 известных сборников нет толкователя, не связанного с суфиями. Ибн Хаджар аль-Аскалани, автор Фатхуль-Бари, самого известного толкователя Сахих аль-Бухари. Он является автором биографии Абдул-Кадира Гилани. В ней описаны его караматы, состояние и старания, то, чем он занимался. Она издана и является известной. Имам ан-Навави, написавший толкование к сборнику Сахих аль-Муслим, был одним из великих имамов, у которых была крепкая связь с суфиями. В его биографии приведено, что к концу жизни он находился в Дамаске и преподавал в университете Даруль-Хадис. К нему пришел один суфийский шейх и сказал: «О имам, если хочешь, уезжай в Нава. Воистину, приблизился твой конец». Он прислушался к словам этого праведного шейха и уехал в Нава. Не прошло и нескольких дней, как он перешел в милость Аллаха. Ему было 44 года. Тут может возникнуть вопрос, как шейх узнал о приближении его конца? Неужели они знают тайное? Абсолютную тайну Аллаха не знает никто, кроме самого Всевышнего Аллаха. Но Всевышний дает знать из своей абсолютной тайны определенную часть тому, кому пожелает. Ведь сказано: берегитесь проницательности му'мина, поистине он видит нуром Аллаха. Если возьмем область джихада на пути Аллаха, то руководителями и имамами всех сражений, которые мусульмане вели против притеснителей и завоевателей, были имамы суфиев. Кто освобождал Иерусалим? Кто организовал поход по его освобождению?
Это Салахуддин Аль-Аюби. Он построил суфийские учебные центры на горе Кёсён в Сирии, чтобы подготовить освободителей на пути Аллаха. Он же построил и центр имени имама Шафии здесь у вас в Египте. Салахуддин Аль-Аюби и Нуриддин Занки. Они проложили путь освобождения и защиты мусульман через возрождение религиозных наук на основе книги «Большая книга о суфизме», в которой нет ни одной главы, посвященной джихаду. Но они знали, что причиной унижения мусульман и их неспособности защищать себя является любовь к мирскому и боязнь смерти, как сказано в хадисе. Они взяли книгу, которая исцеляет этот недуг, и подготовили людей к джихаду. Кто был знаменосцем войска, который отразил 7-й крестовый поход и взял в плен Людовика IX в Аль-Мансуре здесь у вас в Египте? Это был имам шазалийского тариката Абуль-Хасан Али Аш-Шазали, рахимахуллах. Он был 90-летним ослепшим старцем, когда взял в руки знамя и вышел, выкрикивая «Аль-Джихад!». Мюриды взяли его за руки, и вокруг него собралось большое количество великих алимов, среди которых был и султан-уль-уляма Изз ибн Абдус-Салам. Они все находились на поле битвы и взяли в плен французского короля Людовика IX. Кто был знаменосцем войска, который под покровом ночи освободили большое количество мусульман из плена монголо-татар? Это был имам тарихата Ахмадуль-Бадави. Кто возглавил противостояние марокканцев против колонизаторов? Это были суфии. Кто возглавил большой джихад ливийцев против итальянских колонизаторов? Это был Умар-уль-Мухтар, один из последователей тариката Ас-Сануси. Кто нес знамя противостояния против крестоносцев и колонизаторов на территории Сирии и Иордании? Это были шейхи Накшубандийского и Шазалийского тарикатов. Кто противостоял колонизации территорий Индонезии и соседних территорий? Это были шейхи тариката Аль-Алавия. Кто подумает над этим, тот поймет истину. Если бы не время, мы бы так и перечисляли, начиная от 1 века и до наших дней. Знамя джихада не было поднято, кроме как суфиями. Если говорить о призыве людей к исламу, то сегодня большая часть исламского мира занимает территории, завоеванные не с помощью джихада, а с помощью мудрого призыва и красивого примера. Кто же распространил ислам на этих территориях, которые занимают большая часть исламского мира? Они были суфиями. Те, кто распространили ислам в Южной и Юго-Восточной Азии, были суфиями. Если говорить о Восточной Африке, то они были шейхами тариката Аль-Алавия. Если говорить о Центральной и Западной Африке, то это шейхи тариката Ат-Тиджани и других тарикатов. Один из наместников французского колониального правительства писал в своих заметках: «Самое большое препятствие, которое мешает мусульманам слушаться нас и оставить свою религию, это 2 человека. Один из них – это человек из родни пророка Мухаммада. Когда его видят, в сердцах людей оживляется повиновение пророку и любовь к его родне, и за одну ночь он портит то, что мы сделали в течение месяца. Другой человек, которого называют суфием, он приходит в район, где мы в течение 5, 6 и 7 месяцев добивались от мусульман повиновения и отказа от своей религии, используя для этого множество способов наказания и большое количество еды, одежды и других подарков. Собрав вокруг себя людей, он повторяет слова «Ля иляха илля-Аллах, ля иляха илля-Аллах». Тем самым возрождает их веру и совесть и портит то, что мы сделали в течение нескольких месяцев. Если говорить об экономике, то самые известные люди, которые проложили путь развития исламской экономики, установили торговые связи и обеспечили организацию рынков в дни расцвета исламской экономики, это были имамы суфиев. Джунайд, сын Мухаммада, правитель города Таиф, был владельцем торговых точек. Он был известным багдадским торговцем. Имам Абу Ханифа был одним из известных торговцев своего времени. Они были последователями суфизма. Великие имамы тасауфа занимались кто торговлей, кто земледелием, кто другой работой. Они своим примером и состоянием вдохновляли окружающих их людей на возрождение экономики. Посмотрите, в области джихада, в области экономики, в области исламского призыва и в области науки, на земле, которую мы видим, не в воображении или мечтах, неоценимую роль сыграли именно суфии. Людям, которые противостоят им сегодня, у меня один вопрос. Где ваш след в развитии нашей общины?
Век суфиев и людей, почитающих суфизм, был веком расцвета ислама, а наш век, в котором появились люди, отрицающие суфизм и ругающие суфиев с мимбаров, мечетей и других мест, является веком, в котором упало знамя ислама в сердцах многих людей еще до того, как оно упадет в городах. Есть еще одна проблема. Дело в том, что многие люди, называющие себя суфиями, позволяют себе делать то, что противоречит шариату. Это правда. Всегда были люди, выдававшие себя за суфиев. В наше время их стало особенно много. Это лжесуфии, истинный суфизм чист от таких людей. Джунайд бин Мухаммад установил правила по этому поводу, и он сказал: когда вы увидите человека, летающего на небе или ходящего по воде, не обманитесь этим, пока не взвесите его деяния на весах шариата. Если вы его найдете выполняющим повеления и остерегающимся запретов Всевышнего Аллаха, то он из авлия, и это его карамат, которым Аллах одарил его. А если он не придерживается повелений и запретов, то не обращайте на карамат внимания, он обманщик. Вот правило, по которому определяют истинных суфиев. Тассауф является шариатской наукой, так же, как наука хадиса, наука фикха, наука тафсира, наука тавхида. Но есть люди, которые ложно выдают себя за ахлю тассауф. А разве в науке хадиса нет людей, выдающих себя за хадисоведов и приписывающих пророку ложь? Мы же не говорим, что появились люди, приписывающие пророку ложь. Давайте лучше оставим ильм хадис, чтобы избежать разногласий и сомнительного. Разве это будет правильно? Среди людей, называющих себя факихами, разве нет лжецов? Разве нет людей, издающих ложные фетвы и продающих религию за деньги? Среди толкователей Корана разве нет лжецов? Разве нет людей, которые целенаправленно неверно толкуют Коран? Мы же не говорим: все, чтобы избежать разногласий и сомнительного, давайте бросим науку тафсир. Этого никто не примет. Если мы отвергнем науку тассауф, являющуюся основой нашей религии, очищением сердца, достижением степени искренности, мы отвергнем самую важную основу нашей религии. Отказавшись от очищения сердца, места, куда смотрит Аллах, из-за лжецов и самозванцев, мы же отказываемся от нашей религии. Тогда нам придется отказаться и от других наук, в которых появились лжецы и самозванцы. Что же нам тогда делать? Необходимо обратиться к происхождению. Хочешь придерживаться суфизма? Смотри, у кого берешь тассауф, чтобы не попасть к самозванцам. Является ли он истинным шейхом? Обладает ли он знаниями в шариатских вопросах? Получил ли он эти шариатские науки по непрерывной цепочке? Если у него непрерывная цепочка людей, придерживающихся повелений и запретов Всевышнего Аллаха, с помощью которых он улучшил свой нрав и избавился от духовных пороков, соответствует ли его учение всем нормам и запретам шариата? Следует ли он сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалам, в своих деяниях, состояниях и поведении? Искренен ли он в своих деяниях и предпочтении вечного перед временным? Подобен ли его нраву пророка, саллаллаху алейхи вассалам? У людей возникают споры по поводу избрания шейха. Некоторые предъявляют какие-то требования, говорят, что шейхи творят чудеса, летают, рассказывают твои тайны, мол, ты дома сделал это, в ванной сделал то и так далее. Такой человек не является шейхом. Если ты воспользуешься шпионской аппаратурой, то легко можешь узнать все это. Или если свяжешься с джиннами, то они могут снабдить тебя такой информацией. Но настоящим чудом и превосходством является беспрекословное следование нормам шариата. Поэтому говорят, самое большое чудо – это безупречное следование нормам шариата. Это никак не отрицает проницательность верующих и превосходство одних над другими. Это имеет место у нас в шариате. Мы не отрицаем, что Аллах наделяет караматами своих праведных рабов авлия, но тем не менее, Он может быть праведником и не обладать степенью наставника, очищающего нафс. Правило такого, чтобы он соответствовал требованиям, которые мы перечислили. Может быть, мы потратили слишком много времени, отвечая на этот вопрос, как предупреждал ведущий, но это очень важный вопрос, и споры на этом вопросе приводят к большой опасности. Враги ислама пытаются любыми способами зародить в сердцах нашей молодежи недоверие к прежним праведникам, будь то суфии или другие, чтобы в последующем поколении уже можно было отрицать все наши науки, потому что они получены посредством этих сомнительных людей. Мы просим Аллаха, чтобы Он уберег нас от вражды и ненависти к Его любимцам и упреков в адрес прежних праведников. Ведь в Коране сказано: «Я объявляю войну тем, кто враждует с моими любимцами. Да поможет Он мне и вам сделать то, чем Он доволен. О Аллах, покажи нам истину истиной и помоги нам следовать за ней. Также покажи ложь ложью и помоги остерегаться ее. Мы не знаем ничего, кроме того, что Ты дал нам знать. Воистину Ты всезнающий и управитель всего сущего».